Знали ли вы, что Марко Поло прямо упоминал аргынов и место, где они жили? Сегодня аргыны составляют самый многочисленный род среди казаков, примерно четверть всего народа. И упоминание Марко Поло – это ценнейшее свидетельство их древней истории. В 1873 году в Санкт-Петербурге было издано русское издание «Путешествие Марко Поло». Именно там мы читаем строки, которые напрямую касаются аргынов. Цитата. «Чингисхан, рассерженный ответом Унхана, собрал большое войско, пошел во владение последнего и разбил свои палаты на большой равнине Тендук». Марко Поло ясно указывает, битва Чингисхана и Тогырыл-хана, которого он называет Унханом, правителем кирейтов, произошла именно на равнине Тендук. Сегодня эту равнину можно соотнести с долиной реки Тындык, протянувшейся до Иртыша. Здесь и сейчас живут аргыны. Другая цитата из той же книги звучит так. «Дорога, идущая к востоку от Ергигая, приводит в землю Тендук с многими городами и замками. Хотя в этой стране живут язычники и некоторые магометане, но главную часть всего населения составляют христиане. Там живет, между прочим, особый народ аргуны, происходящий от смешения идолопоклонников туземцев Тендуха с магометанами. Это самые красивые, сметливые и опытные люди». Под названием аргуны Марко Поло описывает именно казахских аргынов. Итак, мы имеем прямое свидетельство. Равнина Тендук – это долина Тындык, а аргыны жили здесь еще в те времена. Сегодня же они самый многочисленный род среди казаков, составляющий примерно четверть всего народа.